по-настоящему война в Украине начнется, когда русские перестанут стрелять. К большому сожалению, я боюсь этого. Чечня, Чеченская республика – это ахиллесова пята Путина. И поэтому он ее очень сильно бережет. Мы были абсолютно легитимны. Наш статус Чеченской республики как независимого государства намного легитимен, чем статус Российской Федерации. Но все, что сегодня происходит в Украине, все эти методы, манипуляции, подмена пониманий, понятий, все это отрабатывалось на чеченцах и в Чечне. Они критикуют лично Путина, но все выступают, чтобы Россия сохранилась в тех границах, еще вознаграждение получила 4 области Украины. Это абсолютные засланцы. Скажите, а какой, на ваш взгляд, тестовый вопрос, или как все-таки определить настоящего хорошего русского от того, который, вот, как вы говорите, только мимикрирует? Нету коренных народов России. Есть колонизированные народы. С 22 года я заявил о том, что Украина, она является лидером демократического мира. Когда Киев был окружен, раздали оружие. Оно пока не стреляет. Если да, она стреляет по линии фронта. Но она может начать стрелять. Вы хотите сказать, что в Украине возможен свой Ахмат и, соответственно, Рамзан Кадыров? Друзья, приветствую на канале «Разные люди». Сегодня у нас очень интересный, очень важный гость. Это премьер-министр Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев. Правильно представил? Все правильно, да? правильно, да. Вот. Ахмед Закаев, к сожалению, премьер-министр правительства в изгнании, если можно так сказать, то есть за пределами Чеченской республики Ичкерия. Ну, вот сегодня будем говорить и о том, какой путь прошла Ичкерия с 91 по сегодняшний день, какие перспективы, вот, о войне в Украине и взаимоотношения наших народов. Ахмед, еще раз приветствую, спасибо, что нашли время. Спасибо, Валерий. Да. Я очень рад быть у вас в гостях и поговорить с вами. Я приветствую всю нашу аудиторию, многоуважаемую. И я с большим удовольствием принял ваше приглашение. Спасибо. Примерно в эти же дни, то есть в начале ноября 1991 года, Джохар Дудаев подписал акт, провозгласивший независимость Чеченской республики Ичкерия. Прошло 34 года. Вот скажите, когда Чечня была реально ближе к независимости? 34 года назад или сегодня? С позволения я внесу небольшую ясность в этот вопрос. Дело в том, что не Джохар Дудаев провозгласил независимость чеченского государства. Независимость чеченского государства и декларацию о государственном суверенитете было принято еще в бытность СССР. Джохар Дудаев служил в дальней стратегической авиации в Эстонии, Тарту. Он был приглашен на конгресс чеченского народа, который проходил в городе Грозном. Он как один из участников, гостей, я тоже был приглашен в качестве гостя. Я был тогда председателем Союза театральных деятелей. Джохар приехал оттуда, и мы оказались с ним рядом. 27 ноября Верховный Совет Чечено-Ингушской Республики подтвердил декларацию о государственном суверенитете, провозглашенную на Конгрессе. И с этого времени Чечено-Ингушская автономная Советская Социалистическая Республика избавилась от клише Советская социалистическая. Да, стала называться Чечено-Ингушская республика. И было это сделано не по прихоти там даже Верховного Совета. Это произошло на основании законов, которые были приняты в апреле. В апреле были приняты законы, уравнивающие автономные республики с союзными республиками. И вот по
указке по требованию Москвы Верховный Совет Чечено-Ингушской Республики провел и принял эту декларацию. По установке было сказано привести местное законодательство в соответствии с центральным, то есть уравнивающие автономные республики с союзными республиками. И с этого времени Чечено-Ингушская республика являлась субъектом СССР, как союзная республика, как Украина, Белоруссия, сама Россия. И самое интересное, в 1991 году, 21 августа, для подписания нового союзного договора наша делегация наравне с Украиной и с другими республиками из России находилась в Москве для подписания этого договора. Но произошло ГКЧП, и это не состоялось подписание. Вот поэтому для нас это очень важно, потому что российская пропаганда всегда это преподносила как будто... И вы знаете, что в международной практике существует два принципа. Вы сейчас поймете, почему я делаю акцент на это. Право нации. Два принципа. Это право, это территориальная целостность государства и право народов на самоопределение. И вот как бы они идут в противоречие. Вот в нашем случае они не шли в противоречие, потому что и заложен механизм, который не позволяет им идти в противоречие. Если внутреннее законодательство страны не противоречит принятию, руководства принципам права народа на самоопределение, то все, они уже не вступают в противоречие. С нами был этот случай. Именно в апреле месяце были приняты законы. Можно тогда, уточню. То есть на уровне союзного тогда еще договора Чечено-Ингушская республика получила субъектность наряду с другими союзными республиками. Наряду с Россией, с Украиной и с другими республиками. А скажите, кроме Чечено-Ингушской республики, таким правом тогда воспользовались, привели в соответствие свое законодательство другие автономные республики? Ну, насколько я помню, Татарстан, Башкирия тоже прошли эту процедуру. Прошли эту процедуру. Мы практически были, можно сказать, мы стали последними, которые приняли эту декларацию. И поэтому была установка, именно специальная установка для Чечено-Ингушской республики. Давайте приводите. Это было сделано, тогда шла борьба между Горбачевым и Ельциным. В этой ситуации Горбачев заручался поддержкой вот этими субъектами, дополнительными субъектами, которые должны были поддержать и подписать новый союзный договор. Вот поэтому в 1991 году, до 1991 года, республика разделилась. Ингуши на уровне всех депутатов всех уровней приняли решение о создании Ингушской республики в составе Российской Федерации. И это решение было принято и чеченцами, и Россией. Никакого противостояния у нас не было. И в 1991 году, когда Джохара Дудаева избрали президентом, первый указ, который он подписал 1 ноября, это был указ, подтверждающий волю чеченского народа, независимое государство. Вот поэтому это для нас это принципиально важно, чтобы объяснять, что это не... Он был избран президентом, и он подтвердил то, что было принято до него. И с этого времени мы уже скажите, на тот момент, как независимое государство. На тот момент Советский Союз уже закончился. Нет, Советский Союз существовал. Вот когда Россия ввела чрезвычайное положение в республике после избрания президентом Джохара Дудаева, именно Верховный Совет, именно Горбачев отменил это, будучи главой СССР. СССР распался только в 1992 году. Вот это самое главное упущение всех, кто пытается представить Чеченскую республику как часть России, или как будто Чеченская республика вышла или собиралась выходить из Российской Федерации. Мы больше года до распада СССР существовали как союзная республика, как субъект СССР.
Я поэтому подчеркиваю, мы 21 апреля, 20 апреля 1991 году, наша делегация находилась в Москве для подписания этого союзного договора. Поэтому мы были абсолютно легитимны. Наш статус Чеченской Республики как независимого государства намного легитимен, чем статус Российской Федерации. Мы Конституцию свою в 1992 году приняли, новую Конституцию. Россия приняла Конституцию только в 1993 году. И просто в одностороннем порядке, я это говорил и на наших мероприятиях, я всегда это подчеркиваю, вот сегодня украинцам это понятно. Но все, что сегодня происходит в Украине, все эти методы, манипуляции, подмена пониманий, понятий, все это отрабатывалось на чеченцах и в Чечне. Они в 1993 году в одностороннем порядке Россия просто вписала Чеченскую Республику в свою конституцию как субъект. Обратите внимание, в этой же конституции обозначено, кто является субъектами Российской Федерации. Там есть прописана статья: субъектами Российской Федерации являются республики, регионы, подписавшие федеративный договор в 1992 году. Который Чечня не подписывала. Который мы не подписывали никоим образом. Вот несмотря на это, через 2 года Ельцин начал войну, окрестив эту войну наведением конституционного порядка. То есть готовилась агрессия, а для совершения этой агрессии нужна была какая-то политическая подоплека. Они же не могли сказать: мы начинаем агрессивную войну против независимого государства. Конечно. Вот как они начинали сегодня. Я почему говорю, сегодня украинцам понятно. Несколько регионов просто взяты и включены в состав Российской Федерации, да, в одностороннем порядке. Войну, агрессивную захватническую войну, Россия окрестила специальной войсковой операцией, которую они сегодня ведут. То есть это методы отрабатывались, они закладывались в Чечне. Но, к большому сожалению, тогда ни мир, ни Украина, ни страны постсоветского пространства не обратили на это внимание, и нас оставили 1 на 1 с этим монстром. И даже не 1 на 1 оставили. Все стали помогать России. То есть, резюмируя эту часть, пару таких тезисов сформулирую, что из Советского Союза можно было выйти, а из России выходить не получается, да, не отпускает она. Нет, они, обеспечив преемственность СССР, решили, что они могут захватывать другие территории. Чечня была просто началом. Дальше пошла, мы об этом говорили, Жохар Дудаев еще в 1995 году заявил о том, как и дальше будет действовать Россия. Грузия в 1992 году был совершен государственный переворот, и их вынудили заставить СНГ, вступить в СНГ. В последующем было Украину просто вынудили сдать оружие, ядерный арсенал, который имел. Это вторая в мире была держава, которая имела ядерный арсенал. Но их вынудили передать это. То есть все готовилось к тому, что Россия, как империя, уже 3-й раз должна была возродиться. Российская империя царская, после этого, после свержения Николая, она восстановилась как Советская империя, и она начала восстанавливаться как псевдодемократическая империя, и началось это с Чеченской Республики. К большому сожалению, тогда им это позволили сделать, просто не остановили. Почему, как вы думаете? Почему? Потому что мир или обманулся, или хотел обмануться. Да, если сравнивать, Валерий, Чеченская Республика, вот в тех границах, это 16 500 квадратных километров. Чуть больше 1 миллиона населения было. И, естественно, мир взял в сторону сильного. 20 миллионов квадратных километров, 30% природных ресурсов на земном шаре находится в России. И, конечно, все решили... Плюс ядерное оружие. Плюс ядерное оружие, рынок, экономика. Интересы. Вот государство, оно представляет, в первую очередь, защищает свои интересы. В интересах, всем показалось, что в этой ситуации лучше закрыть глаза на то, что происходит в Чечне, и взять сторону России. Они так и сделали. Можно еще дополнение, или вот хотелось бы еще эту тему затронуть, вот в связи как раз с
тем, о чем мы говорим. Как вы считаете, какую роль сыграла российская тогда пропаганда? Потому что я вспоминаю те времена, вот я перед нашим эфиром вспомнил то, что, будучи однозначными поборниками независимости, ну и своей, в первую очередь, украинской, и, в общем-то, поддерживая любые стремления других народов к независимости, но настолько российская пропаганда создала облик злых чеченов-террористов, которые вот взрывают заложники, и при этом абсолютно замалчивалось, но я это уже говорю о периоде Первой и Второй так называемых чеченских войн, и то есть то количество мирных жителей, которое погибло, и то, во что превратили Грозный, оно все равно показывалось через призму, ну, так или иначе, то есть это был российский взгляд. И вот я помню фильм Александра Невзорова, «Наши», по-моему, назывался. «Чистилище». Ну, то есть там однозначно было понятно, за кого ты, потому что вот тут за правду вроде бы, а там какие-то звери, знаете, показывают. Насколько вот, на ваш взгляд, вот именно сила этой советская еще, ну, потом, когда уже стала российская пропаганда, вот сыграла какое значение вот в той войне? Нужно вообще-то поглубже копнуть эту ситуацию. Так называемая Горбачевская перестройка, Андроповская перестройка, перестройка КГБ. Заблаговременно, до даже вступления в должность Горбачева, будучи еще директором КГБ, Андропов направил в Европу специалистов, молодых людей для изучения рыночной экономики. 80-е годы. Чубайс, Гайдар, вот все так называемые младодемократы, младореформаторы России, они прошли обучение в западных странах. Они готовились провести эту перестройку. Еще никто не думал. То есть это был абсолютный обман. КПСС, в частности КГБ, авангард этой системы, они поняли, что наступит крах, если они будут продолжать в этом. И нужно было делать что-то новое. Но нужно было изменить ситуацию не только в социальном плане, не только в политическом, но и в социальном плане. Нужно было механизмы, которые госплан перевели бы на рыночную экономику. А для этого нужны были специалисты. Но не потерять свои интересы. Но не потерять свои интересы и сохраниться как единое геополитическое пространство, то есть весь Советский Союз. В этом заключалась задача. И вот все эти журналисты, пропагандисты тогдашние, которые выступали, якобы они и говорили о Чечне, но они о Чечне говорили, исходя из основы, что Чечня является субъектом и частью России. Никто не рассказывал о тех вещах, которые мы с вами обсуждали, что Чеченская республика вышла не из Российская Федерация, а еще бытность СССР получила статус равнозначный России, субъектность СССР. И в этих же законах было прописано, в случае распада СССР каждый субъект имеет право на самостоятельное обустройство своего будущего. Это все было прописано законами. Но ни один из этих пропагандистов не говорил об этом. И сегодня эти же так называемые хорошие русские, они пристроились и в Украине, они пристроились в Европе, они по всему миру. Сегодня они критикуют Путина, потому что они здесь находятся. Они находятся на Западе, они находятся в Украине. Они не могут открыто поддерживать Путина. Они критикуют лично Путина, но все выступают, чтобы Россия сохранилась в тех границах, еще вознаграждение получила 4 области Украины. Это абсолютные засланцы, это пропагандисты еще того периода, Андроповского периода. Они в любого историю, любого из них возьмите, они или их дед, или их отец были НКВДшниками, они воспитывались в этих семьях, они создавались и становились как пропагандисты и как свободные журналисты, исходя из своего бэкграунда. Это же все прописано. И сегодня то, что они делают, это один к одному они повторяют то, что повторялось еще тогда.
Ахмед, если можно, у нас на канале было много хороших русских. Вот, кстати, на вашем мероприятии тоже были русские. Был Илья Пономарев, был Ростислав Мурзагулов, из тех, кого я знаю. Был Андрей Сидельников, вот. Не всех, наверное, назвал. А вот скажите, вы сейчас говорите о том, что в основном многие из этих хороших русских, которые находятся, в том числе в Украине, находятся на Западе, они, тем не менее, остаются этими имперцами, да, вот, которые будут все равно за единство, еще и плюс, если можно где-то прихватить, то за. Вот скажите, а какой, на ваш взгляд, тестовый вопрос, или как все-таки определить настоящего хорошего русского от того, который, вот, как вы говорите, только мимикрирует сейчас под демократа? Очень просто. Сейчас это настолько легко, дорогой. Давайте. Тест для хорошего русского, для российского либерал-демократа, это Украина и Чеченская республика. Украина в границах 91 года, независимая Чеченская республика Ичкерия в соответствии с договором о мире, подписанным Ельциным и Масхадом в 1997 году. Только признав независимость Чеченской республики и территориальную целостность Украины, вот это и есть тест для хороших либерал-демократов. Вот с кем я общаюсь, они этот факт признают. Илья Пономарев этот факт признает. Андрей Илларионов этот факт признает. Андрей Сидельников, который присутствовал там, этот факт признает. Мурзагулов, я с ним на эту тему не говорил, и он был предложен в качестве спикера представителем Верховной Рады, пригласили, чтобы он высказался. Но если он сегодня вступает вот в этот балаган, который создал Ходорковский в парламентской ассамблее для диалога с европейцами. И там же есть пункт, который Эрик Кросс включил, что также будут включены вот в состав российской делегации представители коренных народов. Если сегодня Мурзагулов, как представитель коренного Башкортостана, вступит в этот балаган, на этом заканчиваются мои общения с ним, потому что это однозначно. Сейчас Ходорковский и с ним же будут привлекать к этой платформе своих карманных, так называемых, представителей коренных народов. А самая большая ошибка, которая допускается сегодня еще, даже сегодня международными институтами, это следование подменой, которые русские представляют, как на уровне Путина, так и на уровне сегодня так называемых хороших русских. Нету коренных народов России. Есть колонизированные народы. Коренные народы и колонизированные народы в отношении международных принципов имеют два статуса. Коренные народы – это те, которые… Системообразующие. Да, системообразующая нация, да, в свое время, когда ихнюю территорию захватила царская империя, они ввели колонизаторов эти страны. И колонизировали этот народ. И колонистов было больше в процентном отношении, чем само население, которое было завоевано. И поэтому сегодня нельзя подменять территории и народы, которые заселяют сегодня Россию, Российскую империю, они являются колонизированными народами. Никаких коренных народов нет. Просто они стали меньше, потому что их уничтожали все эти годы. Они лишились своего языка, культуры, традиций. Многие из них ассимилировали. Кто ассимилировал, тут уже ничего не поделаешь. Но есть народы и народности, которые сегодня составляют ядро этой нации и народа. Они и язык сохранили, и традиции, и культуру. Татарстан, Башкортостан, народы Кавказа, Северного Кавказа. Они не ассимилировались полностью в систему, которая им была навязана веками. И поэтому… Бурятия, Якутия. Бурятия, Якутия. Да, там есть сложности, но в то же время есть те, которые сегодня хотят и заявляют о себе как о народе, которые хотят быть свободными и независимыми. И самое главное, мне кажется, вот представителям колонизированных народов, когда они заявляют о своем праве на государственность, нужно говорить недвусмысленно. Колонисты, которые проживают в этих территориях, на Кавказе, в Якутии, в Бурятии, они не там выросло 3, 3, 4 поколение людей. Они являются уже не колонистами, а бурятами.
Вот они представляют этот регион. И они должны вместе с уже над меньшинствами бурятскими или с якутскими, вот якутские миллиарды, алмазы, они должны быть одинаково распределены между всем населением, которое там находится. Если сегодня мы будем исходить из того, что последуем пропаганде новых русских, которые сегодня в Европе работают и доказывают, если распадется Россия, то наступит хаос, войны и противостояние, ничего подобного не наступит и ничего не произойдет. Вот эти народы, которые живут в Якутии, русские, они и будут гражданами этой страны, этого государства. Они будут иметь такие же права на природные ресурсы, которые там есть. Они же будут представлять эту Якутию как государство. Они будут входить в структуры, государственные структуры. Это они должны стать свободными. Сегодня 11 временных поясов. Москва и это же невероятно, это невозможно так, чтобы продолжалось. Поэтому я слушал Шевченко, по-моему, выступала по телевидению, и она говорит, я якутка или бурятка, я не помню сейчас, что она говорила, якутка, по-моему. Она 20 лет назад оттуда выехала. Почему? Потому что у нее ребенок заболел, и не было соответствующего медицинского обслуживания. Представьте себе, страна, которая выкачивает алмазы, миллиарды, у них нет условий вылечить ребенка. Вот эти якуты и те колонисты должны понимать, что весь природный ресурс будет работать на них. Если у них заболеет ребенок, им не надо будет ехать в Ростов, Москву, Берлин. Они у себя в состоянии будут вылечить своего ребенка. Просто нужно довести до людей, что речь, когда идет о независимости или праве народа на самоопределение, речь не идет о каких-то чисто по национальному признаку. Нет. Они живут, это люди, которые прожили несколько поколений, выросли, несколько столетий живут. И они должны продолжать, если они желают, они должны продолжать жить там. В нашем случае, по нашему примеру, наши русские, которые остались, они были членами парламента, они были в властных структурах, находились в Чеченской республике. Были те, которые вышли с оружием в руках защищать Чеченскую республику, когда Ельцин совершил агрессию. То есть мы дали понять, что русские или другие национальности, которые находятся на территории, они обладают теми же правами, какими обладают чеченцы. Вот этот принцип должен распространяться на всех регионах. И если представители, люди, которые говорят и заявляют о свободе этого региона, они должны доносить вот эту мысль до основного населения. Окей, тогда одна ремарка и повторю вопрос. Ремарка, то есть, исходя из вашей логики, Ходорковский – это проект Путина. Это проект Кремля, КГБ. Я не знаю конкретно Путина, но у них, может быть, с Путиным произошли какие-то разногласия, я это допускаю. Внутри видовые. Внутри какие-то, да, на чем-то они деньги могли не поделить. Ходорковский мог подумать, что он является хозяином тех средств. А они не являются хозяевами, они были носителями акций, они представляют, им были вручены акции, получить эти акции, когда шло разграбление. И когда Ходорковский решил, что нет, это его личная заслуга, и он заработал столько миллиардов, и хотел их продать Соединенным Штатам Америки за 35 миллиардов эту компанию, вот тогда его и посадили. Ему дали понять, что это не его, это этой системы. Вот что Ходорковский по сей день остается человеком системы, которые привели к власти и Путина, и Ельцина, и продолжает сегодня реализовывать имперскую политику в России, он часть этой системы. Угу. Повторю вопрос. На ваш взгляд, когда Чечня ближе была к независимости реальной, в 91 году или в 2025? Сегодня. В 2025 году. Сегодня складывается ситуация, когда народ Чеченской республики Ичкерия сумеет реализовать свое право на государственность. И произошло это из-за войны в Украине. Из-за войны в Украине. Мы сегодня здесь с 22 года. Чеченцы вообще здесь находятся с 14 года,
как только Россия совершила первую агрессию, с этого времени здесь появились чеченцы, и они вместе с украинцами отстаивают свободу. А в 22 году, когда была совершена крупномасштабная агрессия, мы в Брюсселе 24 февраля как раз собрались для проведения Государственного комитета деоккупации на заседание, приуроченное к годовщине депортации чеченцев и ингушей. И это совпало с агрессией России. И вот там же мы приняли решение, мы собрали огромное количество митингов в Брюсселе, я думаю, эти кадры вы еще найдете, и мы заявили о том, что Государственный комитет деоккупации всецело поддерживает Украину, и мы объявили набор добровольцев, которые должны выехать в Украину, чтобы защитить территориальную целостность, свободу и суверенитет Украины. С этого времени мы находимся здесь. У нас есть подписано соглашение с Министерством обороны, с одним из ведомств. На основе этого соглашения мы начали восстанавливать вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия. У нас наши 24-го я сделал это заявление, 28-го президент Зеленский подписал указ о создании иностранного легиона. И это явилось той площадкой, чтобы мы могли легально из Европы приезжать и стать участниками. Потому что вы знаете, что в европейских странах действует закон против наемничества. Чтобы мы не попали под категорию наемников, вот был указ Зеленского о создании легиона и наш приказ по Министерству обороны о создании и сформировании подразделений на территории Украины. То есть существует на сегодняшний день Министерство обороны Ичкерии? Ичкерии, да. На постоянной основе здесь находится Министерство обороны. У нас есть министр обороны, у нас есть главнокомандующий вооруженными силами Чеченской Республики Ичкерия, у нас есть исполняющий обязанности Верховного главнокомандующего. Все эти структуры сегодня сосредоточены здесь. У нас есть правительство, которое функционирует. У нас не только, там будет не совсем правильно, как мы вначале отметили, в экзиле. Не все правительство в экзиле. У нас есть министры, замминистры и представители наших структур на территории Чеченской Республики. Сегодня, на сегодняшний день. Более 60 населенных пунктов назначены наши главы администрации. Они находятся на месте. Так, они подождите. в условиях подполья. Но вот если можно это... Или давайте это чуть-чуть позже, потому что вот поговорим о жизни сегодняшней Ичкерии. Давайте я тогда продолжу. Вот у нас восстановлены вот эти структуры. Почему я ответил, что мы сегодня ближе к независимости, чем тогда? Во-первых, 18 октября 2022 году Верховная Рада Украины, практически признав территории оккупированные, признал право чеченского народа на свою государственность и независимость. Это очень сильная акция и сильный акт в политическом отношении. Кроме Украины кто-то поддержал? Пока нет. Но мы работаем с другими парламентариями, с национальными парламентами. Я думаю, что у нас в нескольких странах практически уже работа проделана, и оно будет реализовано. И, конечно, вот наша конференция прошедшая, она имела в этом отношении тоже огромное значение, играет. Вот наши подразделения, чтобы было понятно. У нас есть добровольческие подразделения, добровольцы, которые официально не входят в иностранный легион или в структуру Министерства обороны, но они все находятся на одной правовой основе. Они все признают необходимость деоккупации нашей страны, но на этом этапе им сохранить статус добровольческих отрядов, для них это им так удобнее, так им проще, практичнее, потому что они с 2014 года уже находятся здесь в этом статусе. И мы к этому отнеслись с пониманием, и никаких возражений и разночтений у нас в этих вопросах нет. Поэтому можно считать, что мы сегодня, после того, как мы у себя на родине потеряли вооруженные силы, они возрождаются здесь, они возродились здесь. В то же время у нас здесь структурно работает представительство. На постоянной основе работает Генеральное представительство Чеченской Республики Ичкерия в Киеве. И мы сейчас ведем работу по всей Украине. В областях, в других регионах у нас есть представители, и будем открывать представительство. И сегодня самое главное, мир осознал, что то, что сделано было с нами, что это была ошибка и их вина. И, конечно же, сегодня
С 22 года я заявил о том, что Украина, она является лидером демократического мира. И во многом сегодня позиция Украины будет восприниматься остальным миром как заслуживающее внимания. И поэтому для нас было очень важно, что именно Верховная Рада и Украина приняли такое постановление, признав нашу территорию оккупированной. Скажите, можно ли оценить количественно, не выдавая военную тайну, какой порядок цифр? Сколько ребят воюют на стороне Украины? Я не могу сказать, сколько, но я вам скажу, что достаточно, чтобы мы могли по завершению здесь войны деоккупировать нашу страну. У нас достаточно сил и средств, которые сегодня вместе с украинцами находятся здесь. При этом что-то мне подсказывает, что желающих добровольцев в Украине будет больше, чем в период Первой, Второй я абсолютно в этом уверен. Чеченской войны. И поэтому я уверен в том, что... Ну, я также уверен в том, что нам особо не надо будет воевать, чтобы деоккупировать нашу страну. Мы там проводим достаточно серьезную работу с населением и с теми, кто даже сегодня выступает под российскими флагами. Угу. Ну, раз мы вспомнили несколько раз о том периоде 90-х, то, что в истории уже называется как Первая Чеченская война, Вторая Чеченская война. Вы принимали участие с первых дней, более того, вы на тот момент артист, театрал и потом бригадный генерал. Взяли в руки оружие, непосредственно приняли участие в той войне. И первая война, ну, если считать ее окончанием подписания Хасавюртских соглашений, в общем-то, де-факто зафиксировали победу тогда Ичкерии. По крайней мере, насколько я помню, тогда было отложено до 2001 года, по-моему, политическое решение о статусе Чеченской республики Ичкерия, но де-факто, в общем-то, победа была за вами. Вот что позволило тогда победить и что не удалось сделать в период между двумя этими войнами? Первое. Русско-чеченская война и Хасавюртовское соглашение. Случилось так, что все называют, и мы сами в первую очередь это подтвердили, как победу чеченцев над Россией. Хотя мы были тогда те, которые абсолютно четко понимали цена этой победы. По тем временам Первую войну, десятки до основания разрушенных населенных пунктов. Город Грозный разрушенный на 80%. Вся инфраструктура экономическая, критическая инфраструктура была разрушена на 100%. Это в результате Первой войны. Сотни тысяч погибших, десятки тысяч пропавших без вести. И в этой ситуации, признав факт, что они не выполнили те задачи, которые были подставлены на первый период, им нужно было до предстоящих следующих выборов Ельцина завершить войну и торжествовать победу. Вот это у них не получилось, и они решили приостановить войну. Да, мы провели очень серьезную войсковую операцию тогда, с тем, чтобы принудить их к миру. И тот же Лебедь, который выступил тогда в качестве миротворца, он сначала затребовал у Генерального штаба Вооруженных сил России и штаба Министерства внутренних войск 50 тысяч воинов, спецназовцев. Он даже выразился так, что если чеченцы ассоциируют себя
волками, то мы должны подготовить 50 тысяч волков. Волкодавов, я помню, Помните да. это выражение, да? Да. Вот в этой ситуации ему ответили, что для того, чтобы собрать вот эти силы и средства, необходимы 3 года. 3 года. Так Вот, оно и получилось. вот оно так на самом деле и получилось. Хасавюртовское соглашение. А если говорить, исходить из терминологии и политической составляющей, у нас было заложено в Хасавюртовском соглашении до 2001 года определить взаимоотношения. Но мы не стали ждать до 2001 года. Мы в 1997 году, форсировав это событие, подписали договор о мире, где были определены взаимоотношения России и Чечни. Ельцин и Мосхадов. Вот этот договор сегодня находится на сайте Организации Объединенных Наций. Он есть и у нас. Там очень четко прописано, что в дальнейшем Россия и Чеченская Республика Ичкерия будут строить свои взаимоотношения на основе принципов и норм международного права, что она всегда отказывается от применения или применения угрозы. Как два равных субъекта. Да, как два равнозначных субъекта. Такого договора ни между никакими другими субъектами у России не было. Это был признанный договор о взаимопризнании. Вот. А дальше уже та программа, которая была заложена, необходимо было разрушить имидж чеченцев, потому что на самом деле, хотя помогали России, но очень много было людей, которые симпатизировали чеченскому сопротивлению. И это во многом произошло благодаря журналистике, международной журналистике, которые были там и работали с чеченцами. И Сейчас можно сделаю ремарочку небольшую. Да, просто в тот момент времени еще можно было говорить о, ну, если независимой, может, не независимой журналистике в России, но о независимых журналистах все-таки были общественные деятели, которые давали и другую точку зрения, кроме официально. Ну, я вспоминаю Новодворскую, того же Немцова, наверное, не всех вспомню, но тем не менее была хотя бы попытка такой точки зрения, чего сегодня точно в России нет. Вот смотрите, вот относительно единственное вот из русских, кого я знаю, которые признавали право чеченцев на свою государственность тогда были 2 человека. Это Новодворская, находясь там, и Владимир Буковский, находясь в Великобритании. Вот эти 2 человека, которые признавали право чеченцев на свою государственность и называли вещи своими именами, агрессия. Другие все говорили о чем угодно. О гуманитарных вещах, о праве, о нарушении прав человека, о неправильном ведении войсковой операции. Но ни один из них не заикался, что идет война агрессивная, что идет захватническая война, что это преступление. Никто об этом не говорил. Говорили только вот о таких побочных вещах, об издержках войны, но не о самой сути, которая началась, почему началась эта война. И поэтому не было на нашей стороне никого. А западные журналисты, они глубоко не вникали в эту суть политических событий. Есть 2 человека, которые дали очень правильно. Это Вуд, это англичанин, Тони Вуд, он написал книгу «Чеченская независимость». И вот уже в последнее время Франческо Бенедетто, итальянец, который написал 2 книги, и он исходил, и они излагали политическую составляющую этой войны и давали правильную оценку. Во всем мире вот эти 2 человека. А из русских или из русскоговорящих я не могу причислять ни Новодворскую, ни Буковского к русским или к русистам. Поэтому вот так складывалась ситуация. Остальные все, в принципе, поддерживали Россию, политическую, официальную точку зрения России, которая развязала эту преступную войну. Вторая Чеченская война, ее результаты, к сожалению, совершенно другие. Как вы считаете, что вот не удалось за этот период сделать внутри Чеченской Республики и почему это привело к таким результатам? Вы были там. Я был там, я поэтому и начал с того, что относительно о нашей победе. Вот перед началом войны Чеченская Республика была промышленным центром на Кавказе. У нас были 3 нефтеперерабатывающих завода союзного значения.
десятки фабрик. Каспийская нефть шла через вас, да? Да, Каспийская нефть, транспортировка нефти шла через Чеченскую, Чечено-Ингушскую республику. У нас был очень мощный потенциал в этом отношении. И вот представьте себе, все это было разрушено до основания. К сожалению, я это могу уже представить. Да, как. сейчас вы это можете представить. Было разрушено все до основания. 300 тысяч и более 300 тысяч людей остались без крова над головой. Люди с оружием в руках, которые каждый каким-то образом приобрел население. Ни рабочих мест, ни условий для того, чтобы что-то делать. Был подписан договор о мире, где было заключено соглашение о том, что они будут выплачивать компенсацию, выплачивать за нанесенный материальный ущерб. Это было 169 миллиардов по тогдашним ценам. Ну, были такие, Аслан Масхадов пошел такое джентльменское соглашение, что это мы не будем называть репарацией, а будем говорить о инвестиции, о возмещении. Ну, мы пошли на это. Но ни один рубль не пошел. Вот есть такой фрагмент видео, когда Ельцин говорит, мне сказали, что отправили деньги, Масхадов говорит, что не получил деньги, черт знает, куда они ушли. Вот работала эта схема. Мы были оставлены один на один. После всей этой катастрофы мы остались одни. И самая главная задача тогдашних спецслужб, которые взяли 3 года, вот о чем мы с вами говорили, тайм-аут, нужна была дискредитация. Нужно было, чтобы иностранные организации, которые хотели помогать и помогали, чтобы они были выдворены. А для этого нужны были совершать вот эти преступления. То, что было в Атагах убито Красный Крест, представители Красного Креста, от начала до конца было проведено расследование, это российские спецслужбы ликвидировали. В последующем, да, были похищения руками чеченцев. Конечно, было понятно, среди людей, которые с оружием в руках находятся столько месяцев без средств существования, найдутся те, которые захотят легко заработать. Используя вот эту криминальную ситуацию, криминалитет криминогенных людей, которые вовлечены, они начали похищать людей. Хотя с самого начала мы договорились, что не будут выплачивать требуемые за заложников. Однако, вот самое интересное, первое похищение или представлены были журналисты ОРТ, 2 человека. Вы знаете, Чечня маленькая республика. В любом случае, рано или поздно становилось известно, кто кого похитил и кто за этим стоял. Вот этот случай, когда чеченцы не были вообще замешаны вот в этом. Это был первый случай. Но вот как оно громко было представлено, что заплатили $3 миллиона. Представьте, нищие республики. Вот вам и бизнес, вот да? Вам и бизнес. Им сказали, вот, ребята, как вы должны зарабатывать деньги. Не ждать, пока вам Россия выплатит компенсацию, а вот теперь вы можете вот таким образом зарабатывать. Это все было настолько хорошо поставлено. А что мы... Да, я признаю это, мы не смогли противостоять вот против вот этих операций, которые устроили нам. В открытой войне мы противостояли, мы сумели защититься, защищать и оказывать сопротивление. И оказались беспомощны вот против вот этих спецмероприятий, которые российские спецслужбы имели опыт бывшего Советского Союза работать по всему миру. Вот поэтому нам на самом деле не удалось, и через 3 года, как они и планировали, они развязали войну. Ельцин, который остановил войну, Ельцин же и начал эту войну. Вы же понимаете, почему я задаю этот вопрос? Конечно. Потому что Украина так или иначе окажется перед определенным выбором, и обязательно наступит перемирие или мир, но в любом случае это будет не менее тяжелым испытанием, вот то, что произошло и в Чечне. Вот, соответственно, вопрос, на ваш взгляд, вот какие ошибки ни в коем случае нельзя допустить Украине, если Россия пойдет на перемирие или на мирные переговоры? Вот исходя из вашего этого опыта. Самая главная опасность. Я
и вашим военным, и с кем я общаюсь, я говорю, по-настоящему война в Украине начнется, когда русские перестанут стрелять. К большому сожалению, я боюсь этого. Вот это можно не допустить. Этого можно не допустить. Как? Вот так. Если Россия сейчас в данном случае может пойти на перемирие, на переговоры с одними условиями, с требованиями провести выборы в Украине. Если Украина пойдет на этот шаг, просто нужно понимать, я исхожу из нашего опыта. Люди, которые вчера плечом к плечу стояли и отражали российскую агрессию, когда начались выборы и когда наступил вот этот мирный период, они стали кровными врагами. Просто развязывались столкновения. Они способствовали тому, что русским не особо нужно было трудиться, чтобы противодействовать действующим структурам власти, избранному руководителю Аслану Масхадову и его правительству. Русские настолько поднаторели вот в этих провокациях, этих вещах, везде, вот где побывали русские, вот после их ухода начинается гражданская война. Вы обратили на это внимание? Любую точку возьмите, вот откуда русские уходят, там начинается гражданская война. Это их опыт. Это говорит о том, что они не уходят. Это говорит о том, что они не уходят. Они за собой оставляют вот этот кровавый шлейф. А сегодня Украина, которая выдержит, я уверен в том, что этот натиск, если когда... Ну, и еще нельзя забывать, что здесь пятая колонна, она находится, она ждет своего часа. Вот как только начнутся политические дебаты, вот они и выйдут. Они начнут создавать атмосферу противостояния, и они будут способствовать тому, чтобы здесь начались... Так, Ахмед, а вот тут, если можно, перед началом эфира вы говорили о том, что радикализм и его крайняя форма фанатизм – это на самом деле плохо, к этому нельзя допускать. И в то же время вы абсолютно четко понимаете, и исходя из своего опыта, и как человек вообще опытный, мудрый, видя, что происходит здесь, зная ситуацию в Украине, говорите о том, что есть пятая колонна, которая только будет разрешена публичная политическая деятельность, она себя проявит во всей красе, при этом ни контакта, ни поддержка со стороны России никуда не денется. Соответственно, вопрос, как с этой пятой колонной нужно работать Украине сегодня, и как ваш опыт вот того времени вам показывает ваши как бы и достижения в противодействии этой пятой колонне, и где получилось, где нет? Мы на самом деле не сумели противостоять этому, потому что у нас как таковой пятой колонны, как сегодня здесь, не было. У нас были те, которые были настроены, пророссийски настроенные были люди. Но после военного поражения России эти люди практически интегрировались уже в существующие властные структуры. Тогдашние Ичкерии. Да, тогдашние Ичкерии. Они вошли во властные структуры. Вот больше тогда использовались те, которые были с оружием в руках. Русские использовали против нас тех, кто противостоял им в течение вот этих 1,5-2 года войны. А у вас складывается немного другая ситуация. Я уверен в том, что ваши соответствующие структуры, при поддержке западных структур, у них есть механизмы, которые они уже сегодня ведут такую работу с возможными проявлениями пятой колонны. Опасность будет даже не от них. Да, они могут как бы заполнять площади, да, и выходить на какие-то майданы, инициированные кем-то. Но сами структуры деструктивными окажутся те, которые воевали. Вот за нас. За нас, за Украину, которые проливали кровь. Вот их будет легче спровоцировать на какие-то антиправительственные или антигосударственные акции. Есть другая сила, которая получила оружие. Вот мы же помним, да, когда Киев был окружен, раздали оружие. Оно пока не стреляет. Если да, она стреляет по линии фронта. Но она может начать стрелять уже после того, как прекратится огонь по линии фронта. Поэтому
То Очень есть важно. вы хотите сказать, что в Украине возможен свой Ахмат и, соответственно, Рамзан Кадыров? Абсолютно, абсолютно, которые будут под разными предлогами могут начать какие-то действия, собирать силы разного направления, подстраиваться под настроение той или другой группировки или того или другого течения, что с нами и было сделано. Нас сначала перед Второй войной просто разделили, общество разделили на религию. С нами им это оказалось легче, потому что на религиозной основе правильные мусульмане, неправильные. Вот на этой волне традиционный ислам, чистый ислам. На этой волне две фигуры, которые возглавили эти течения, они оба работали на одну контору. Вы имеете в виду И Ахмада Кадыров и работал. Доку Умару? Нет, не Дока Умар. Был Мулади Удугу и его брат Умар. Вот это два направления, которые возглавляли. Кадыров якобы возглавлял традиционный ислам. Вот эти два брата возглавляли направление чистого ислама. Ваххабиты, да? Ну, там я не могу давать оценку, но сама идеология противопоставления, она была очень четко разработана. И оно дало результаты. Чеченское общество было разделено. Я вспомнил Доку Умарова. Немного восстанавливая в памяти события эти. Вот я их, так, конечно, за это время подзабылось, но я хорошо помню, что в какой-то момент вот национально-освободительная или война за независимость, она перешла тогда в форму религиозную, вот когда Доку Умаров объявил... Сглавил движение чеченское. И объявил... Кавказский Эмират. Кавказский, да, Эмират Кавказ. И вот тогда уже стало понятно, что... Тем более, я помню то время, Аль-Каида. Конечно. И тут уже, по сути, я понял, что уже шансов практически никаких нет, потому что, симпатии тогда уже практически всех. Все-таки люди очень боялись тогда этих проявлений радикализма. Скажите, это было тоже каким-то образом поддержано со стороны Кремля, или все же это столкнулось... Не только оно было спровоцировано и сделано Кремлем и российскими спецслужбами. За 9 месяцев до того, как Дока Умаров зачитал это заявление, у нас была информация, что готовится такая провокация. Мы эту информацию доводили и до тогдашнего Абдул-Халима Садулаева, президента, который был перед Докой Умаровым. Он был в курсе, он знал об этом. И в последующем мы пытались довести эту информацию и до Доки Умарова. На самом деле это была операция ФСБ. Она была приурочена к тому, чтобы абсолютно уничтожить возможное даже дальнейшее продвижение национального освободительного движения и полностью дискредитировать перед Западом и перед всем миром. Потому что в заявлении, которое зачитал тогда Дока Умаров, война объявлялась Соединенным Штатам Америки, Великобритании. Всему миру, по сути, да. Израилю. В основном были обозначены вот эти три. Что произошло? Почему? В 2001 году, после нападения на Соединенные Штаты Америки, Путин выступил, я помню даже число, 28 октября, он выступил с заявлением и сказал, что Россия готова вступить в коалицию по борьбе с международным терроризмом, но взамен этого требует признать войну в Чечне частью борьбы с международным терроризмом. Тогда американцы это не восприняли. В последующем Путину это удалось. И они начали работать над тем, что вот когда Кондолиза Райс ответила, что законные требования чеченского народа мы не можем рассматривать в контексте борьбы с международным терроризмом. С этого времени началась подготовка вот к этой операции, к 2007 году, которая была в день рождения Путина озвучена Докой Умаровым. Дока Умаров на самом деле являлся жертвой вот этой провокации. И за этим стояли именно и Удугов, и его брат Умаров, которые посещали. Умаров с Стамбула летел в горы. Даже те, которые сегодня живы остались, они рассказывают, месяцами он обрабатывал Докку, чтобы он это заявление зачитал. Если вы помните этот фрагмент, Докка читает заявление, которое ему передал Иса,
поставил. Поэтому с этого времени практически русские, можно считать, добились успеха. Они добились того, что чеченский фактор и чеченская борьба национально-освободительного движения, она была поставлена в разряд борьбы с международным терроризмом. И этому способствовало именно то, что было сделано российскими спецслужбами, разделив чеченцев на традиционный ислам, на чистый, и в конечном итоге сформулировав национально-освободительное движение как движение, халифатское движение по распространению религии на Кавказе. Это была абсолютная провокация. И потом, в последующем, если вы сейчас возьмете мое заявление тогдашнее и наша реакция на это, мы говорили, сколько лет это будет продолжаться. Практически продолжалось это до Олимпиады в Сочи. Вот когда Путину нужно было провести Олимпиаду в Сочи и без проблем ее провести, вот к этому времени Кавказский Эмират изжил себя. Все, он больше не стал. То есть главный архитектор этого поехал в Сирию и сказал, что на Кавказе джихад закончился, нужно ехать в Сирию. Вот с этого времени, в принципе, они свернули этот свой проект. То есть Кремль умело использует религиозные настроения вот, для достижения своих целей. Конечно, не в такой форме, но ощущается, что в Украине тема религиозной принадлежности, хотя по сути ведь в Украине нет раскола церквей как таковых, вот, но тем не менее, мне кажется, что эту тему качать будут очень сильно. Они будут, с Украины будут использоваться все варианты. Вот все методы, которые были обработаны в разных точках в разное время, они будут их использовать. И национальный фактор, и языковой фактор, и религиозный фактор, и какие-то недовольства среди военного составляющего, мобилизованных, национальных военных. Они используют все. Вот поэтому я говорю, нам нужно быть очень готовыми к тому. И вот этого не произойдет, знаете, в одном случае, если война закончится военным поражением России. До этого момента, если не произойдет, не закончится война военным поражением Украины, России, военным поражением России, то гарантированно, что они будут добиваться того, чтобы Украина изнутри разрушила себя. Давайте тогда немного о сегодняшней Чечне поговорим. Что, на ваш взгляд, послужило главным решающим фактором того, что уважаемый, авторитетный один из лидеров Чечни, я имею в виду Ахмата Кадырова, насколько я помню, он был религиозный лидер, да, на тот момент, он принимает сторону России. Вот. То ли сам уклад чеченского общества, вот тейповый уклад, когда можно было внутри как-то там понимать, кто больше стоит, кто чужой, деньги, что на самом деле послужило, я не хочу говорить слово предательство, я его не до конца тут могу применять, наверное, но вот он принимает сторону врагов, против которых он выступал с оружием в руках еще недавно. Знаете, методы, используемые КГБ, просто чтобы вы можете прочитать, чтобы я не быть голословным, вот тот период, бытность Советского Союза, в духовную семинарию можно было поступить, только подписав документ в КГБ. С этого времени человек становился агентом. И ему позволяли учиться в Самарканде где-то и обучаться религиозным религии, изучать религию. Все, кто в тот период прошли это обучение, они являлись агентурой. И в Советском Союзе вообще были 3 профессии, которые обязательно должны были контролироваться КГБ. Это духовные, это психологи, психиатры, и это патологоанатомы, которые устанавливали причину смерти. Вот эти 3 категории специальностей, они являлись абсолютно под контролем КГБ. Говорили еще про таксистов. Это такие побочные, это агентура. А это вот системно поставленные структуры, вот эти 3 профессии. Поэтому Кадыров был их. Кадыров, когда после Первой войны на заседании Государственного комитета
деоккупации, вернее, ГКД обороны, Государственный комитет обороны, сам признался о том, что, да, он подписывал документ, он являлся таковым, но вот как только начались вот национально-освободительное движение, что после этого он как бы дистанцировался, и никаких контактов у него не было. Естественно, победная эйфория, то, что мы победили, и нужно объединяться, все это прошло. Ну, в 1998 году его вызвали в Москву, и перед ним поставили условия. Или он берет эту сторону, перед этим сделали 5 покушений на него. 5 покушений организовали и нашли силы, которые необходимо было, чтобы он вернулся на эту стезю. Против него выступили вот так называемые идеологи чистого ислама, которые сказали, что они его физически ликвидируют. Ну, было сделано 5 покушений, но его не ликвидировали, убивали людей, которые рядом с ним. И в конечном итоге он принял это направление и возглавил тогда направление России. Это было спецоперации по вербовке или по возвращению людей, которые были когда-то под им контролем. И с этого времени Путин начал с ним работать вплотную. Просто вплотную, напрямую он работал с Путиным. Как с директором ФСБ, и как в последующем с премьер-министром, и в последующем как с президентом. И поэтому это была операция, которая направлена. Вот Путину и удалось использовать разделение общества на религиозной основе благодаря тому, что эту сторону занял человек, который имел религиозный авторитет. А он таковым был, на самом деле он имел авторитет, он был очень образованный в этом направлении. И очень много сделал для того, чтобы ослабить чеченское сопротивление против России. Хотя сопротивление чеченское, последняя группа бойцов сопротивления были ликвидированы только в 1921 году. На территории Чеченской Республики. Ну, вы говорите о том, что было 5 покушений до момента, когда Кадыров стал президентом, я так понимаю, уже. 5 покушений, пока еще не началась еще даже российская. Я понял. Но он тоже свой земной путь закончил в результате успешного покушения. А кто, кстати, его совершил? Это не Басаев, ни кто-либо. Его убили российские спецслужбы, ликвидировали. Потому что, когда он понял договоренности между Путиным и Кадыровым, Россия, как всегда, их нарушила. По их договоренностям Кадыров должен был подписать федеративный договор и договор о разграничении полномочий по аналогии Татарстана. Но Россия к этому времени, и я помню проект договора, который команда Кадырова подготовила, практически она имела не только субъектность, как независимость, как независимый, но она давала очень большие привилегии для Кадырова, для главы государства, вот в этом документе. Но Россия, она не планировала подписывать какие-либо договора или продлевать федеративные договора. В 2002 году, вот договор, который был подписан в 1992 году, федеративный договор, в 2002 году должен был быть пролонгирован, что не произошло. С этого времени можно считать, что федерация уже официально не существует. Потому что договор, который был подписан, он действовал только на 10 лет. Россия отказалась от этого. И в последующем, который в 1993 году подписали договор Татарстан с особыми полномочиями, этот он продлил на какое-то время, но отказался подписывать такой же договор с Кадыровым. И когда Кадыров понял, что это самое, он уже начал выступать против. Он сделал заявление о том, что больше он в Москву не вернется. Когда он собрал оттуда свои вещи, ехал, и через 2 дня его на мероприятие, которое было приурочено к какой-то дате, 9 мая, по-моему, да, его ликвидировали. Это была операция российских спецслужб. Они ему не могли простить и не простили то, что он в Первую войну, если вы помните, сделал заявление, что нужно убить, каждый чеченец должен убить 150 русских, и проблема будет решена. Рамзан Кадыров, про которого тоже ходило много разных слухов, но вот я сегодня листаю Википедию, там нашел, не помню, ли Википедию, или какой-то другой источник, опять же, не перепроверял,
написано о том, что на самом деле он не принимал участие в боевых действиях против России. Да он не принимал, он был молодой пацан, он бегал с отцом каким-то, нигде, ни в каких операциях, никакой войне он не принимал никакой Вы участия. его лично знали? Да, ну, я видел его, когда отец ко мне приезжал, он там в дверях стоял или обнимался, я пытался встать рядом, можно сфотографироваться, но никто на него тогда не обращал внимания. Я в любом случае не обращал на него. Он сегодня реально лидер Он сегодня реальная той территории. марионетка Путина, за которым стоит очень российская мощь. И ему позволено делать в Чечне и с чеченцами все, что ему благорассудится, лишь бы он демонстрировал свою лояльность Путину, персонально и лично Путину, что он и делает на самом деле. А какой он национальный лидер, как только ситуация пошатнется в Москве, мы все это увидим. Ну, вот я так если он доживет до этого. Вспоминаю о том, как образ Кадырова представлялся в прессе. То есть, с одной стороны, пехотинец Путина, то есть абсолютно преданный ему. Потом одно время даже из него делали чуть ли не преемника Путина. Потом говорили о том, что есть очень серьезная конфронтация между спецслужбами России и Кадыровым, и кадыровцами. Вот сейчас вы говорите о том, что он полностью марионетка Путина. Но, тем не менее, вот насколько его вес в общероссийской политике что-то значит? Ну, сейчас уже ничего не значит. Ну, было время, когда его банды, его бандиты действительно влияли на ситуацию, они представляли большую угрозу, но это делалось с санкцией Путина. Это были непосредственно опричники Путина. Угу. И по отъему бизнеса, и по наказанию, и по ликвидации. Практически все военные преступления, все такие громкие убийства, они делались через вот этих бандформирований, которым руководил непосредственно Кадыров. И вот установку по ликвидации Бориса Немцова лично отдавал Путин. Лично Путин, когда приехал в Москву с этим, не с Бортниковым, а с Золотовым, когда они были в 2012 году, перед его избранием, уже возвращением его второй раз, вот тогда они и давали установку по ликвидации Бориса Немцова. То есть и таких случаев было очень много. А он использовался как личная банда самого Путина. То есть говорить о каком-то реальном противостоянии Путина и Кадырова — это абсолютно разного масштаба. Не, абсолютно это не. Я всегда говорил, пока есть Путин, будет Кадыров. Пока Кадыров живой, Путин его не заменит. Если даже он будет не в состоянии двигаться, но он его не заменит, пока он будет живой. То есть в фразе «Путин боится Кадырова» смысла никакого нет? Абсолютно никакого нет, да. А наоборот? А наоборот, он понимает, что он на все 100% зависит от Путина. Абсолютно. И он будет выполнять любую его волю. Он не просто это декларирует, он это доказывает каждый день Путину своими действиями, своим поведением, тем, что он выполняет любое его поручение. Так называемой российской либеральной прессе очень часто говорилось, продвигался тезис о том, что Москва де-факто проиграла Чечне и Вторую войну и платит репарации в виде постоянных дотаций из бюджета, в результате чего Грозный расцвел, все хорошо, прекрасно. Насколько это соответствует, на ваш взгляд, действительности? Ну, если говорить о победе, да, наверное, Путин, поняв, что силовыми методами не победить Чечню, он дал это движение возглавить самим чеченцам, да, в частности Кадырову, младшему. И да, он ежедневно, вот за ту лояльность, которую сегодня проявляет Кадыров, ежедневно платит более $1 миллиарда. Просто ежедневно. Ежедневно. Более $1 миллиарда. Это помимо других доходов, которые Кадыров и Демирханов начинают рекетировать крупный бизнес, но это тоже делается с позволения Путина, и они вот эти деньги отправляют в фонд развития Ахмат фонда, и
Кадыров уверовал, что это его вотчина, и вот как свою собственную вотчину, и тем более особенно после того, как началась русско-украинская война, они попали под санкции, и вот все средства, которые у них имеются, они их вкладывают сегодня в качестве своих инвестиций. Это бизнес-проекты, которые они вкладывают в Грозном, потому что их уже больше очень сложно их выводить. Их несколько раз попытки были, арестовывали наличные деньги. Да, какие-то средства у них есть в Арабских Эмиратах и на Ближнем Востоке у них есть. Но все равно это теперь стало сложнее, и они решили это вкладывать. И все, что строится, это собственность этого фонда. Это не для народа, а собственность этого фонда. И поэтому, когда все это закончится, конечно, нам придется это привести в порядок, национализировать все эти объекты, которые были построены за народные средства. И сегодня, когда говорят, что Кадыров строит, Кадыров ничего не строит. И то, что Россия вот эти деньги выделяет, я вам сказал, что только за первую войну ущерб нанесенный и признанная Россия, это было 169 миллиардов долларов. И, конечно, мы сегодня ведем работу, и с украинской стороны мы это пытаемся добиться, создания международного трибунала против Кадырова. Как только мы сделаем первый шаг, у нас появляется возможность арестовывать их счета по всему миру. И, конечно, если будет открыт корсчет или в Украине, или в какой-то европейской стране, эти средства будут переводиться туда. Это наши народные средства, которые должны быть возвращены. И Кадыров к тому, что сегодня строится, не имеет. Кроме того, что он обворовывает чеченцев, забирая эти деньги и строя себе, своим семьям, потомкам, 10 женам какие-то дворцы золотые, это народные средства, которые он использует. Никакого своего личного бизнеса у него не было никогда. И сейчас нет. Это вот те средства, которые выделяет Россия, он с этих денег все это делает и строится. А это абсолютно законные деньги чеченского народа. Это та репарация, которая должна выплатить Россия Чеченской Республике после всего, что она сделала. То есть, в моем понимании, если кто-то кому-то платит еще и на регулярной основе, значит, он признает его как минимум силу или важность, да? То есть чем-то рассчитывается. С другой стороны, вы говорите, что Кадыров полностью зависим от Путина. Вот тогда вопрос, может ли Путин в какой-то момент прекратить такое датирование Чечни и вот насыпать Кадырову денег? Или это уже процесс, который в принципе нельзя разорвать или остановить? Ну, знаете, это Чечня и Чеченская Республика – это такая политическая победа Путина во всех отношениях. И сегодня, чтобы сделать так, чтобы в Чечне наступил какой-то хаос или какие-то беспорядки, это будет политическое поражение Путина. Поэтому это Чечня, Чеченская Республика – это ахиллесова пята Путина. И поэтому он ее очень сильно бережет. И тем более он ее пытается каждый раз в пропагандистских целях использовать. Вот то, что было сделано в 1922 году, когда выставили такую компьютерную графику 70 тысяч чеченцев, которые готовы выйти против Украины, это делалось специально. Потому что перед этим Путин сделал заявление, что европейцы пожалеют о том, что они принимают чеченцев здесь. Кстати, я прошу прощения, я вдруг что-то так мысль возникла, что за последние 3 года таких массовых картинок мы больше не видели. О преемниках Кадырова говорить мы не будем, возможных. Давайте тогда скажем по-другому. Сколько, на ваш взгляд, реально в Чечне людей поддерживают Кадырова? По нашей информации, по той работе, которую мы ведем, у него есть небольшое окружение, и люди, которые повязаны кровью, чеченской кровью, которые никак не могут поступать иначе, кроме как держаться за Кадырова. Их не будет 1000 человек. А в основном, да, там есть силовая составляющая. Это до 50 тысяч людей с оружием в руках. Но это не означает, что эти люди будут готовы умирать, погибать или поддерживать Кадырова. Они сегодня выживают.
этот исторический факт, это исторический феномен, у нас уже был опыт, то есть исторический опыт мы имеем еще бытность Советского Союза. Наступает период, когда нужно для сохранения нации структурироваться в существующую систему и выживать. Вот то, что и произошло последние 25 лет. И поэтому, когда мне задают вопрос, что будет, как будет, я абсолютно уверен в том, что нам для того, чтобы провести депутинизацию и декадализацию Чеченской Республики, потребуется меньше времени, чем нам потребовалось провести декоммунизацию 91-92 годы. И поэтому этот вопрос абсолютно контролируется нами, и у меня нет никаких оснований переживать, что это будет носить какой-то затяжной характер ввиду того, что Кадырова будут защищать на территории Чеченской Республики. Этого не произойдет. То есть к этим 50 тысячам у вас есть предложение, как интегрироваться? У нас есть с ними связь, у нас есть контакты, и поэтому абсолютно это те люди, с которыми мы вместе будем восстанавливать наше государство. Те, кто повинны чеченской крови, те, кто повинны в трагедии, совершили преступления, они будут призваны к ответу в соответствии с нашим законодательством. У нас учрежден национальный трибунал, который будет заниматься вот этими делами. Я пожелаю, чтобы это время наступило как можно скорее. Вам большое спасибо. Свободы и независимости Чечне. Свободы, мира нам. Спасибо большое. Всего доброго.